Есть 3 часа. Здравствуйте. Все, особо не приглашали, проходите. Проходите, садитесь. Да ничего страшного. А там не видно будет? Нет? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. Сегодня у нас с вами достаточно сложная и важная тема. Это развитие потенциальной одаренности учащихся. Вообще детская одаренность достаточно сложное явление. Оно требует и научно обоснованных методик, научно обоснованных подходов для работы с детьми. Поэтому я сегодня вам разослал письмо с одной из презентаций, размещенных на инфоуроке, может кто-то и был знаком. В этой презентации и нормативная база показана, и основные понятия раскрыты, и раскрыты формы работы с детьми, как в урочное время, так и во внеурочное время, роль учителя в работе с одаренными детьми, роль психолога. Ну, мне, на мой взгляд, показалась неплохая презентация, может кто-то ее видел, для, так сказать, для дальнейшей работы. А сегодня мы с вами остановимся на некоторых практических аспектах, не рассматривая теоретическую часть. Я думаю, многие из вас с ней знакомы. Если захотите, то познакомитесь. А мы посмотрим с вами, каким образом вот это все реализуется у нас уже в образовательных организациях Республики Коми на практике. В основном у нас сегодня будет дистанционное подключение, хотя у нас в такой импровизированной студии присутствуют учителя информатики города Сыктывкара. И мы первое выступление начинаем. Это предметная неделя, как один из способов развития потенциальной одаренности учащихся. Выступает Панченко Надежда Викторовна, учитель информатики Лапьюватской основной общеобразовательной школы Усть-Куломского района. Так, Надежда Викторовна, да, вот это, да. Да. Коллеги, у нас есть чат, поэтому если вдруг какие-то возникают вопросы, можно писать в чат, мы отслеживаем его. И если у кого-то возникнут вопросы визуального характера, то есть если у вас есть веб-камера, есть звук на веб-камере, то можно задать вопросы и будем сказать, практически очно. Для этого надо набрать, я в письме тоже разослал, в скайпе надо найти нас медиа Криро 5, наш скайп, медиа, латинскими буквами все, Криро 5. Наш скайп, и вопросы можно будет задать. Так, Надежда Викторовна, вам слово, мы вас слышим. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады встретиться. Нет, так, у нас не было, что мы не можем рабочий стол, презентацию отразить. Внизу скайпа у вас плюсик, нажимаете его, да, и нажимаете демонстрация экрана. Не протестировали, что ли, вчера? Плюсик у вас 4 значка внизу. Видео, микрофон и плюсик. Ага, все, да, по-моему, пошло. Итак, на сегодняшний день в образовании есть очень важная задача. Это задача выявить как можно больше детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для совершенствования имеющихся задатков. И такая важная и тонкая работа ложится на плечи учителя-предметника. А что такое одаренность? Согласно теории Джозефа Рамзули, одаренность – это сочетание 3 основных характеристик: интеллектуальной способности, креативности и настойчивости, и благоприятная окружающая среда. Разработанная Рамзули концепция предполагает, что континент одаренных детей может быть значительно шире,
чем при их выявлении по тестам интеллекта, Посмотрите креативности на и ваши достижений. условия. Автор предполагает отнести категории одаренных всех детей, кто проявил высокие показатели хотя бы по одному. Учащиеся могут использовать на традиционном финальном мероприятии ярмарка. Также в начале предметной недели учащимся предлагается на выбор выполнить проектную или исследовательскую работу по теме недели, результат которой ученики предоставляют в финале недели. Наиболее выдающиеся работы отправляются на конкурс. Также в 2015 году ученик 5 класса представил исследовательскую работу о потребности людей в роботах, с которым в последующем выступал на районной научно-практической конференции и занял 3-е место. Примечательно, что среди учащихся 5-11 классов он достаточно блестяще выступил. Учащиеся создают коллажи, фильмы, мультфильмы, презентации, плакаты, буклеты. Наиболее яркие, такие как «Заповедники России», «Космос и все о нем», «История Олимпиады», «Ими гордится Россия», «Спасибо, великий», «Музыка, война», «О них никто не слышал» и другие. Они очень увлечены процессом. Оценку работы ставит жюри по разработанным критериям, где учитывается оригинальность, творчество, креативность, актуальность и, конечно же, защита. Но также проводится голосование среди всех учеников и учителей на вручение приза зрительских симпатий. В процессе недели проходят мероприятия командного типа и индивидуальные. Проходят такие мероприятия, что где когда, самый умный, своя игра в звездный час, шахматные и шашечные турниры, квесты, спортивные состязания, математика, информационная, футбол, хоккей, биатлон, театральные постановки, эстафеты. В рамках недели также проводится конкурс «Инфознайка». Один день недели всегда посвящен выдающимся личностям из области математики и информатики, и один день посвящен защите проектов. Награждение победителей того или иного мероприятия проводится сразу же в день проведения.
Итоговым мероприятием становится яркая, веселая и шумная ярмарка. На ярмарке учащиеся на заработанные баллы могут приобрести себе учебные принадлежности, а также могут пополнить свой капитал или наоборот уменьшить, поучаствовав в различных интеллектуальных мероприятиях. Разные сложности. Работают лавки, задачка, рыбка, яблочко, игры с числами, ребуса, шевели мозгами, информационное казино и так далее. И в своей практике я заметила, что детки, которые более одаренные, более способные, они не идут участвовать в тех мероприятиях, которые несложные. В легких они практически не участвуют. После проведения недели выпускается стенная газета о самых ярких участниках и ярких моментах недели. По окончании предметной недели на заседании методического объединения учителей-предметников проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. Так, ну вот это как раз слайд с фотографиями предметной недели. Перед вами итоги различных конкурсов, где мы участвовали с учащимися, и итоги конкурсов инфознайка и КИД за последние 3 года. В заключение хочется сказать, организация работы с одаренными детьми способствует формированию сознания, самосознания и индивидуальности человека, а также формированию мотивации к получению новых знаний. Безусловно, работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающимися идеями не только для обучающихся, но и для педагога и родителей. Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по развитию одаренности развивает у обучающихся стремление к интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, развивает творческие способности, навыки, проектно-исследовательскую деятельность. Важно, чтобы работа с одаренными детьми оживляла и поддерживала самостоятельность, поиск нового способа решения. Можно с уверенностью сказать, что предметные недели – это один из способов выявления потенциально одаренных детей для мотивации, также и для создания условия развития одаренности. Спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Викторовна. Значит, мы расширяем, так сказать, зону влияния, и в том числе через интернет. Как видите, нормально можно организовывать сетевое взаимодействие, поэтому школы уже сейчас могут пробовать сетевые какие-то проекты, в том числе сетевые предметные недели, пробовать между собой с нашей помощью, если что, через какие-то веб-ресурсы. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам в вашей работе, успехов, всего самого хорошего. Спасибо большое. Мы переходим к следующему вопросу. И у нас на связи Людмила Васильевна Алексеева. И это Ижемская средняя общеобразовательная школа. Здравствуйте, как меня слышно? Людмила Васильевна, слышно, хорошо, нормально. Сейчас в чате посмотрим, что ответят наши коллеги. Мы предоставляем вам слово. Формирование информационной культуры посредством создания школьных проектов. Здравствуйте, меня зовут Алексеева Людмила Васильевна, я учитель информатики в Ижемской средней школе. Нормально слышно, да? Хорошо, я буду выступать без презентации, поэтому придется смотреть только на меня. Итак, что такое информационная культура? Мы, как никто, учителя информатики, знаем, что информационная культура – это умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и методы. Так вот, на уроках информатики мы, конечно, прививаем вот эту культуру,
учим их пользоваться различными программами, различными средствами, но один в поле не воин. Конечно, есть инициативные учителя в школе, которые посредством выполнения домашней работы задают создать презентацию или набрать доклад, или в Word, да, или, например, создать презентацию, просят выслать какой-то документ, но все равно получаются какие-то обрывочные фрагменты этой работы. Кроме того, источником информации сейчас является не книга, редко кто заходит в книгу, они быстренько набирают в интернете первый же попавшийся ответ на запрос, они выдают за истину. Не смотрят на источник информации, является ли этот сайт достоверным, и та информация, которая там представлена, можно ли ею пользоваться. В рамках реализации ФГОС вот одним из аспектов является проектная деятельность. Каждая школа, как показывает опыт, реализует ее по-разному. Некоторые создают проекты на уроках, некоторые создают мини-проекты, кто-то в группах. В нашей же школе Ижинской существует такая практика, что те классы, которые идут в рамках ФГОС, они один раз в год создают проект, большой проект личный, который они создают месяц, может больше, и в конце четверти защищают свой проект. И сначала было очень трудно, потому что, хотя информатика вводится со 2 класса, там в итоге говорят, что выпускник 4 класса должен уметь и знать, уметь набирать вот набор текста, я считаю, по правилам, является одним из важнейших показателей того, владеет ли человек, формируется ли в нем вот эта информационная культура. Писать – это одно, грамматические ошибки – это второе, а вот поставить пробелы в нужном месте, междустрочные интервалы, оформить все как полагается, это далеко все страдает. И приходим к такому вот, используя метод школьных проектов на таком уровне, мы пришли к такому, что с большим трудом, скрипом, но все-таки дети начали набирать в Word. Учитель информатики не становится одним. Все учителя задействованы в этом деле. Приходят, консультируются, спрашивают требования к оформлению текста, требования к оформлению презентаций. Все это становится очень востребованным. Как оформлять литературу? Вообще, конечно, вопросов много, почему одни вообще это не выполняют, одни школы вот, не считают это обязательным так официально. А у нас это происходит очень большой объем работы, ложится на предметника, но все-таки есть свои результаты. В процессе создания проекта дети оформляют паспорт проекта вот в Word, вот о чем я говорю, где вот все четко по шаблону, все требования учитываются. Кроме того, сам продукт создается в различных программах. Одним из продуктов является презентация. Виды презентаций, вот презентация и презентация, они даже не знали, что презентация бывает разной. Теперь они презентацию используют как продукт, какой-то интерактивность какую-то используют. Потом все возможности офиса, это паблишер. Я прошу прощения за мое произношение иностранных английских программ. Каждый раз такое говорю своим детям, потому что я изучала немецкий язык, может где-то я говорю неправильно. Кроме того, при защите проектов по информатике или по математике любимая наша программа – это Excel, она становится настолько актуальной, столько можно продуктов создать, красивые проекты создать. Программы создания 3D-моделей, они очень интересны, какие-то видеоролики, интерактивные кроссворды, их очень много. Но они интересны, но только ими пользовались заинтересованные учащиеся. Сейчас же через эти проекты мы можем привлечь и заинтересовать вот этими продуктами и других учеников. И интерес, конечно, возрос очень колоссально. Тоже пользование интернетом.
Сначала они брали все, что попало. Потом мы показывали, что вот первую попавшуюся информацию нельзя брать, что надо ее сверять, надо искать достоверные сайты, оформлять все это как полагается. За несколько лет мы можем сказать, что очень сильно возрос интерес к предмету информатики. То же самое, уже приходят в 8 классе у нас, в 7 классе начинается информатика, дети уже подготовленные, и Word является у них как очень изучение текстового процессора, очень важная тема, и весь материал 7 класса по ФГОС, он уже идет как бы очень важным и обязательным. Кроме того, мы участвуем с этими проектами на республиканских конкурсах, и используя различные программы, мы занимаем призовые места. Хотелось бы, те, кто меня слышат, из учителей информатики, поддерживать своих завучей и директоров, которые вводят вот эти проекты, и говорим в нашей школе, что это здорово, что это надо, и всем миром мы все-таки приведем к тому, что дети будут не только абы как набирать и пользоваться интернетом, а все это будет культурно, красиво и правильно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. И всего самого хорошего. Спасибо. До свидания. А у нас следующее выступление. Выступление, значит, по вопросу организации и проведения республиканских межрайонных интеллектуальных конкурсов для учащихся. И здесь у нас будет несколько выступлений, ну, 2 темы, но выступающих немножко побольше. Первое выступление – это игра «Виртуалы», которую проводят сейчас, которая выросла из школьного уровня, дошла до городского и, возможно, станет республиканским уровнем. Я предоставляю слово Тарабукиной Любовь Николаевне, учителю информатики школы номер 31 города Сыктывкара. Любовь Николаевна, лучше. Всем здравствуйте. Все хорошо меня слышат? Вы смотрите, да? Итак, моя тема – формы работы с одаренной медициной. И сегодня я буду говорить об одной, скажем так, форме работы. Это одно из направлений работы с учащимися, проведение конкурсов и мероприятий, касающихся каких-то конкурсных работ. Но прежде чем об этом конкретнее скажу, расскажу о том, что у нас... Прежде чем этот конкурс начал иметь статус муниципального, он имел сначала обычную классную форму работы. То есть сначала проводились обычные конкурсы внутри каких-то подгрупп, класса, потом параллели. И все это выходило уже на уровень школы. И естественно, что содержание работы, оно настраивалось уже на непрерывное обучение. Значит, формы работы. Посмотрите, пожалуйста, это 6 класс, это когда изучение идет бейсика, детки начинают программировать, это их первый, скажем так, опыт. Но ребята, те, которым очень интересно, они, посмотрите внимательно, какие работы, в общем-то, начинают выставлять. Это вот программирование на бейсике, достаточно быстро ребята делают, им интересно. Далее, естественно, что и работа идет, прежде чем конкурс развился, он развивался по разным направлениям. Это были все абсолютно модули изучения информатики, и в том числе, конечно, графический редактор. Графический редактор, если вы посмотрите с левой стороны, это
открытки для 9 мая, но эти открытки не просто они уходили в небытие и оставлялись только на конкурсе, но эти открытки уже раздавались, дарились непосредственно участникам войны, детям войны и так далее. То есть всегда находилось практическое применение всему тому, что ребята в конкурсных работах выполняли. Ну вот, рисунки, безусловно, как в графическом редакторе, какие-то поздравления. У нас был замечательный после этого конкурс, городской конкурс «Компьютерный вернисаж», где ребята имели большое удовольствие создавать уже свои картины. И все вот это постепенно от одной работы к другой работе, от одного, скажем так, отработанного элемента модуля информатики к другому у нас развивалось и выливалось все это, вот, допустим, такие конкурсы. Это у нас не только информационные, скажем так, по информатике ребята, одаренные, которые участвуют в каких-то кружках, занимаются в дополнительном образовании. Эти ребята тоже участвуют в творческом плане проведения каких-то конкурсов. Так. Все исходит, я уже повторюсь, все исходило из класса с урока. Вот такие мини-проекты, которые выполняли ребята, выполняли, скажем так, на бумаге, выполняли с помощью краски изначально. Они выливались в маленькие проекты молодых исследователей, сначала на уровне класса, на уровне школы, ученические какие-то чтения, затем это все превращалось в несколько более чем, например, выход на конкурс «Родники Эжвы» или «Старт в науку». Вы видите перед собой ребята, которые, ну вот, дальше хотелось бы сказать, конечно, что ребята у нас участвуют еще, так как у нас есть договор с Уральским государственным университетом, которые приезжают и помогают ребятам в исследовательских работах. То есть вот эти маленькие какие-то задания, какие-то исследования, они выливаются в большую работу, и этим университет помогал нам. Вот посмотрите, пожалуйста, те лица, которые, в принципе, 2 человека слева, это те, которые организаторы, 2 человека справа, это жюри, и вот это у нас всего ничего, начинался конкурс, то есть в конкурсе участвовало всего несколько школ Ижинского района, в данном случае 5 школ. Каждый год они участвовали, вот эта 22-я школа проводила у нас конкурс виртуала, здесь гораздо значительнее больше, здесь уже у нас 7 команд, в отличие от предыдущих. С каждым годом у нас увеличивалось количество ребят, которые участвуют. И сейчас у нас в данном случае, в прошлом году, в 2017 году, у нас участвовало уже 18 школ. 18 школ, из них, которые общеобразовательные школы, технические лицеи, гимназии, лицеи, женская гимназия, Пушкинская, технологическая, ну и так далее, не буду все перечислять. 18 школ, которые, в общем-то, уже были в 2 этапа. Если взять первые 5, продолжение, конечно, в 2 этапа. У нас в 2 дня были, значит, и 1 марта, 6 марта 2017 года проходили эти игры. Непосредственно работы, которые выполняли ребята, они очень сильно отличаются. Если в начале у нас, допустим, было просто какое-то фиксирование электронного варианта, то в конце, допустим, уже последнего у нас конкурса у нас получился еще такой продукт. Это домашнее задание наших ребят, которые участвовали. То есть 18 презентаций, вот в брошюре 18 презентаций, которые домашнее задание было выполнено. Ну, в общем, если заинтересовала, допустим, эта форма конкурса, такая интеллектуальная форма, то мы, если получится у нас это на республиканском уровне, конечно, мы будем очень рады видеть всех учителей информатики со своими одаренными детками именно на этой игре. Спасибо большое за внимание. У меня все. Спасибо, Любовь Николаевна. И в продолжении темы Лапшина Татьяна Венеровна, учитель информатики, лицей номер 1 города Сыктывкара.
Да, конечно. Вы можете даже оставить. Добрый день всем. Любовь Николаевна рассказала о том, как у нас появилась игра, а я немножко хочу рассказать про задания, как развивались задания с момента начала игры и на данный момент времени. Первая игра, которую мы использовали, она в основном состояла у нас из простых заданий, то есть что там могло быть. Это были сканворды, это были ребусы, это были конкурс дизайнеров и домашнее задание, которое предполагало составление кроссворда или создание какой-то презентации. То есть самое начало, наша задача была просто заинтересовать детей, и задания не должны были быть очень сложными, чтобы ребята могли с этими заданиями справляться. На следующем этапе, следующий этап, который мы проводили, это был уже 2008 год, мы задание немножко усложнили. Во-первых, мы усложнили задание, которое нужно было создавать в среде приложений. То есть суть игры состоялась в следующем. Обязательно теоретический материал, обязательно создание программы в среде приложений, обязательно задание капитанов, ну и домашнее задание. Вот из этих основных этапов состоял наш конкурс. Детям давались какие-то заготовки, и на основании заготовок нужно было создать готовый продукт. То есть здесь не предполагалось, что дети могут что-то сами добавить, то есть создавался готовый материал. Ну и что мы попытались еще изменить, это ввести какой-то конкурс, где дети могли что-то сделать ручками. Ну, например, предлагалось детям оборудование, список оборудования, и задание было такое, нужно было собрать из этого оборудования, нужно было собрать компьютер. Причем все это было написано на листах бумаги, и нужно было склеить нужные компоненты, ну и рассказать, в какой последовательности все это будет подключаться. Следующий конкурс, который мы проводили, мы конкурс проводили не каждый год, потому что у нас параллельно конкурс плавно перемещался из одной школы в другую. Следующий конкурс это был 2003 год. Если для предыдущих конкурсов мы где-то искали материалы в интернете, то для 2013 года здесь практически задания мы придумывали сами на основе тех заданий, которые уже где-то были. Ну, например, была вот такая вот логическая задача, то есть это задача-сказка, где в некотором царстве, в некотором государстве повадился Вирус Троянович разбойничать, ну и на основании этой сказки, прочитав эту сказку, нужно было учащимся ответить на вопрос. То есть это логическая задача. Элементы логики учащие изучают в 10 классе, учащиеся знакомятся в 8 классе, поэтому, в принципе, эта задача, она посильна и для учащихся 8 класса, и для учащихся 9-10 класса. А команда у нас состояла из 4 человек. Это один учащийся из 8 класса, учащийся 9 класса, 10 класса и один учащийся на выбор из любого класса, то есть как уже пожелает сама команда, как пожелает преподаватель. Вот это у нас была логическая задача. Следующая задача – это работа с алгоритмом. Причем задача тоже была создана на основе сказки о лисе, которая делила сыр медвежатам. Здесь уже задача связана с математикой. Если дети соображают очень хорошо и дети достаточно одаренные, они эту задачу могли решать практически устно. В помощь давалось понятие, что такое простое число, ну и варианты простых чисел детям тоже предлагали. Задача состояла в следующем. Давался вот такой вот большой алгоритм. И нужно было, первое, определить, сколько килограмм сыра съела лисица. Что должны делать дети, если они сразу не догадались, как можно решить задачу очень быстро. Они должны просто пройтись по алгоритму и найти готовый ответ. Следующий вопрос, более сложный. Указать значение переменной b, которая отражает количество килограмм, съеденных каждым медвежонком. Ну и третий вопрос, упрощаем блок схем. То есть минимальное количество баллов дети по этой задаче могли набрать, то есть просто пройтись по блок-схеме. Ну, а максимальное количество, либо они задачу решают сразу, устно понимая, о чем здесь идет речь, либо упрощая эту задачу, упрощая блок-схему. Следующий вид заданий, который предлагался детям, это алгоритм домика. Здесь
предлагается алгоритм, даются домики, и нужно, прочитав каждую строчку, здесь записано все по порядочку, вплоть до того, что возьмите ручку, по порядку детки выполняют задание, набирая тоже определенный балл. То есть это тоже задача на алгоритм. Мы использовали несколько вариантов задач, то есть если команда, предполагается, что команда будет сильная, значит мы берем первый вариант задачи, если предполагаем, что команда чуть послабее, то для них есть более простые варианты для работы с алгоритмом. Еще у нас возникла такая идея, как 25-й кадр. Что такое 25-й кадр? Если команда выполняет задание быстро, то для команды выдается дополнительное задание. Эти задания, они повторяются с некоторой периодичностью. И на каждом слайде, я вот запускать не буду, я думаю, что так видно, наверное, да, слайды. На каждом слайде есть ответ на определенный вопрос. Учащимся выдаются сами вопросы, и они в процессе игры постепенно заполняют карточку ответов и вносят ответы, получая при этом дополнительные баллы. Следующий вариант игры, если в 2006 году мы использовали такую программу, как Word, то здесь мы решили использовать такую программу, как база данных. База данных была детям дана готовая, причем там были вбиты фамилии тех детей, которые пришли на игру. И задание было следующее. Под буквой А нужно было найти количество девочек в 9 классах, указанием фамилии, имя, то есть все, что нужно для запроса, здесь указано. И второе задание, нужно было найти команду учащихся каждой школы с указанием фамилии, имя, отчество, номер учителя, номер школы, фамилия, имя учащихся. Ну и допустимо использовать запросы с параметром. Запросы с параметром в некоторых, допустим, если это лицей или гимназия, то там понятие как запрос с параметром дается. Если дети не знают, что такое запрос с параметром, значит, они делают обычный запрос. Так, ну вот, наверное, новшество по 2013 году это все. Ну и последнюю игру, которую мы проводили, Любовь Николаевна рассказала, это было в прошлом году. Какие у нас здесь были изменения? На домашнее задание детям были заранее отправлена информация, то есть что нужно было сделать. И тема у нас была новости информатики. Причем в каждой школе была отправлена своя тема. Задача детей была найти информацию по этой теме, эту информацию оформить. Дальше ребята приносили материал на флешке, и уже собранного материала они создавали презентацию. Причем презентацию они должны были создать в соответствии со всеми критериями. И в конечном итоге все эти презентации, они у нас вылились в итоговый, можно так сказать, проект, была сделана распечатка, был сделан небольшая брошюрка, небольшой буклет, в который входили как раз вот все эти темы. Если презентация сделана грамотно была, значит, соответственно, информация в буклете читалась легко и хорошо. Но если презентация сделана не совсем грамотно, значит, текст получился не совсем читаемый. Но мы здесь ничего не изменяли, ничего не правили, не редактировали, распечатали в том виде, в котором дети у нас презентацию сделали. Кроме этого, здесь мы использовали систему тестирования Votum. Систему тестирования мы использовали были опросы для капитанов, где была вбита информация, вопросы, ребята читали вопросы, и за определенный промежуток времени им нужно было ответить на вопросы. Также здесь у нас было задание, которое называлось «Файловая система». Первое задание у нас было немножко сложноватым, потом чуть мы его подредактировали. Сейчас я вам покажу первый вид заданий и второй вид заданий. Вот это то, что исправлено, то есть здесь дети... Не торопитесь, немножко видео запаздывает. Нормально. Дети, которые готовятся у нас к ЕГЭ, они знают, что такое, решают задание на файловую систему. Здесь им предлагается это задание сделать ручками. Здесь возможно несколько вариантов для выполнения этого задания. То есть здесь дана сама структура, то есть с помощью которой можно построить файловую систему. Здесь, почему я говорю несколько вариантов? Можно все это вырезать и дать детям задание, чтобы они наклеили все это на лист бумаги. Здесь дан уже готовый ответ, то есть как должна выглядеть эта файловая система. То есть вот это простое задание, где нужно было просто собрать файловую систему. Следующее задание, то задание, которое было первоначальное, оно немножко было посложнее.
То есть, в этом задании было указано, как перемещаются с файла, с одного файла на другой, то есть пути перемещения. Сказано, какие файлы были созданы, и дальше указано, какие файлы посещал Петя. Здесь уже немножко посложнее, потому что нужно было найти, с чего начинается корень, где какие папки в этом корне содержатся, ну и структура у нас получается та же самая. В чем были немножко сложности? В том, что было большое количество команд, поэтому нам пришлось игру проводить не в один тур, а пришлось проводить игру в 2 тура. Ну, соответственно, на каждом туре у нас были победители. Ну вот, наверное, у меня в основном все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Там вопрос в чате. Можно ли получить ваши с вы поделиться своими материалами с учителями информатики? Да, наверное, немножко... Сборник У нас вообще есть на сайте же раздел «Лучшие практики». Я думаю, что вам надо это все оформить в виде, да, какого-то, ну, как лучшие практики, с описанием, с заданиями, со всем. Хорошо, спасибо. Вы торопитесь? Нет. Я хотел с вами поговорить. Хорошо, скажите. Коллеги, продолжаем дальше. Эта игра была «Виртуалы», которая проводится в Сыктывкаре. А вот интинский проект уже вышел на республиканский уровень и уже проводится на республиканском уровне. Это Инта. Да. Значит, Лукова Наталья Александровна, учитель информатики лицея номер 1 города Инты. Фестиваль информационных технологий. Тема выступления. Что-то Инта у нас. Попробуем сейчас по телефону дозвониться. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Мы рады вас приветствовать. Вы уже в эфире. Пожалуйста, можете начинать выступление. День, уважаемые коллеги, вас приветствует Инта, лицей номер 1. Мы хотим познакомить вас с одним внеклассным мероприятием, которое мы проводим уже 9-й год подряд, и называется оно «Фестиваль информационных технологий». И за это время в ходе проведения фестиваля нами успешно достигаются поставленные цели. Во-первых, создаются условия для активизации творческой деятельности обучающихся и укрепления их знаний в области... Здравствуйте. Запоздала. На втором звук. Так, сейчас наладим. Познакомить вас с одним внеклассным мероприятием, которое мы проводим уже 9-й год подряд, и называется оно «Фестиваль информационных технологий». И за это время в ходе проведения фестиваля нами... Нормально, можно продолжать? Да? Итак, и основную задачу фестиваля можно назвать следующей. Организацию совместной учебно-познавательной и творческой деятельности учителей и обучающихся, выявление и поощрение наиболее активных и способных детей, создание ситуации успеха для командной и личной самореализации обучающихся, популяризацию информационных технологий и создание благоприятных условий для профессионального обмена опытом среди учителей, преподавателей образовательных учреждений. Ну, обычно у нас фестиваль проводится весной, где-то в марте-апреле, идет 1,5 месяца. Такое мероприятие большое, масштабное и содержит
несколько конкурсов. 2 очных конкурса и 2 заочных. Конкурс очный называется School Boyard для 5-6 классов. Второй очный конкурс – это юный администратор для 9-11 классов, а также 2 дистанционных конкурса. Первый в мире компьютерной графики и второй мир, который нам – это конкурсы проектных и творческих работ. После проверки работы подведения итогов конкурсов проводится закрытие фестиваля, в ходе которого торжественно в актовом зале с концертной программой вручаются награды победителям. Теперь давайте более подробно рассмотрим конкурсы. Конкурс School Boyard направлен на раскрытие интеллектуального потенциала, развитие у детей как творческих способностей, так и навыков логического мышления, расширение кругозора, активизацию познавательного интереса школьников в области информатики. Кроме того, он помогает выявить одаренных обучающихся и обучающихся, проявляющих интерес к информатике. К участию в конкурсе приглашаются команды в составе 5 человек. В день проведения конкурса проводится жеребьевка. В результате жеребьевки определяется маршрут, по которому будет маршрут следования каждой команды по станциям. Несколько станций, 5-6. Первая станция, называется она «Эрудит», там задания, связанные с терминами по информатике. Станция с названием Terra Incognita, задание по теме устройства персонального компьютера. Станция «Что, где, когда» с вопросами по теме истории информатики. Станция «Угадайка», задание по теме вида и свойства информации. Станция «Компьютерное творчество». Вот то, что вы сейчас видите на экране, это как раз фотография со станции «Компьютерное творчество». Творческие задания на компьютере ребята 5-6 классов создают по теме или презентацию, или какой-нибудь графический файл, картинку, рисунок. На каждой станции команда получает задание, и если это задание будет выполнено полностью, то зарабатывает большой ключ. Аналогично игре Fort Boyard. Если задание выполнено частично, то малый ключ. Команды победителей игры определяются по нескольким составляющим. Общее суммарное время прохождения команды всех станций. 3 первые команды за минимальное время, которые прошли все станции, получают по 1 баллу. Еще отгаданная команда слово в финале игры еще дополнительно плюс 1 балл. И еще количество принесенных командой ключей. Каждый большой ключ – это 1 балл дополнительно. И каждый малый ключ – это полбалла. Таким образом, у нас детям очень нравится, очень весело, очень ярко, эмоционально проходит этот конкурс. Вы можете посмотреть на лица наших ребят, которые участвуют, они заинтересованы в победе своей команды. Учителя нашей школы все нам очень активно помогают. Каждый в своем кабинете оформляет кабинет красочными картинками заранее и проводит сам, собственно, этот конкурс. Помогают старшеклассники, тьюторы, обычно у нас команда 9-классников или 8-классников, которые вводят детей, пришедших к нам в гости, по кабинетам, по станциям. Перейдем теперь к следующему конкурсу. Он называется «Юный администратор». Он проводится, наверное, на неделю позже, чем первый. Он нацелен на формирование общекультурных и предметных компетенций учащихся в соответствии с образовательными стандартами нового поколения, повышение интереса к освоению компьютерной техники и информационных технологий. Приглашаются учащиеся 9-11 классов в команде 3 человека. И конкурс параллельно идут 2 этапа. Это выполнение творческих заданий средствами Microsoft Office. И второй этап – сборка-разборка. То, что сейчас вот вы видите на фотографиях, это как раз сборка-разборка. У нас немножко запаздываем. Сборка-разборка компьютера. В результате оценивается знание теории по информационным технологиям и умение использовать информационные технологии для решения конкретных задач, творческий замысел и оригинальность к изложению и оформлению конкурсных материалов, качество технического исполнения. Еще мы можем продемонстрировать задание. Как нам переключиться? Сейчас еще один файл покажем. Да. По этому конкурсу, собственно, задание для старшеклассников.
Вот, например, первое задание. У нас обычно мы берем тему года. В прошлом году, в 2017 году, это было сохранение окружающей среды, поскольку это был год экологии. И все задания так или иначе были с этой темой связаны. Первое задание в Word в сочетании с программой графический редактор Paint.net у нас. Нужно было создать плакат, призывающий к сохранению окружающей среды. И вот здесь критерии, ребята это все видят, сколько баллов за что они получают. В электронных таблицах давалась заготовочка там таблицы, статистические данные. И ребята здесь в основном, конечно, проверяется знание функций, использование встроенных функций в электронных таблицах выполняли. PowerPoint, это мы делали презентацию, обычно делают какую-нибудь такую проверяющую знание по теме экология, природа человека, что-то вроде викторины, но при этом используют анимационные эффекты, гиперссылки и различные технологические приемы. Все задания конкурсные потом ребята собирали папку, заархивировали и отправляли по указанному электронному адресу. Мы получали. Кроме того, вот у нас еще сборка, за сборку тоже баллы получали. И все это вместе вот по сумме можно было выйти на 100 баллов. То есть потом определялись победители. Я передаю микрофон своей коллеге Ирине Леодоровне Топорковой. Она расскажет про дистанционные конкурсы. Добрый день. В рамках фестиваля информационных технологий проводится 2 дистанционных конкурса. Первый из них – это в мире компьютерной графики. Помогает развитию детского художественного творчества, сохранению и поддержанию культурных и нравственных ценностей и воспитанию у молодого поколения интереса к культуре родного языка, родного края, а также совершенствованию информационной культуры, обучающейся через формы коммуникации. Ну, сейчас подождем, может, они наберут. Небольшой сбой. Не видно сейчас, нет, да? Сейчас какие-то технические неполадки. Подождем, может, они сейчас нас наберут. Что-то, может, перезагружают Skype. Может, компьютер перезагружали. Следующий. Напишем, что позвонил, как будет следующий. У меня есть, на что еще поставить. Не сохранить телефон.
Коллеги, давайте двинемся дальше сейчас. Хоть и у нас следующий вопрос не совсем касается работы только с одаренными детьми, а в общем-то он касается всех детей. Это мы познакомимся с методическими рекомендациями при подготовке учащихся к решению заданий, сложных заданий высокого уровня. Так, ну вот Илька возвращается, поэтому, наверное, дадим им снова закончить. Да? Связь, Да. извините. Просим прощения, технический сбой. Ясно. Что у вас там случилось? Провода оторвались? Да, наверное, провода оторвались, извините. Так, ну мы не видим ваше видео. Звук есть, видео. Видео сейчас. Угу. Да, можете продолжать. Мы перешли ко второй части. Это дистанционные работы, дистанционные конкурсы в рамках фестиваля информационных технологий. Такой конкурс, как в мире компьютерной графики. Обычно темой дистанционных конкурсов становится тема года. Так, в 2015-м это были задания, связанные с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, годом литературы. Годом литературы в Российской Федерации, годом патриотизма в Республике Коми. В 2016 году творческие работы были посвящены 95-летию Республики Коми и году российского кино в России. А в 2017 году году экологии. Вот, например, номинации творческих работ 2016 года. Поздравительная открытка из Коми с любовью. Конкурс рисунков «Мы жители Республики Коми». Фотоальбом «Республика Коми. 95 лет истории». Конкурсы «Сказки родного края». Мой любимый российский фильм. Афиша любимого отечественного фильма. В 2017 году номинации были такие. Немножко. Не передаются, наверное, да? Поздравительная открытка. С Днем Победы, мы наследники Победы, буклет экологической тропой, фотоальбом «Край родной, навек любимый» по страницам Красной книги. Да, мы же Немножко показываем, но не видно. Сейчас демонстрацию экрана. Да, извините, сейчас наладим. Первый раз делаем. Так, плюс. Угу. Передать демонстрацию. Сейчас мы представим. Все, запустите. Есть? Есть? Это мы работали. В 2017 году в номинации рисунок «У природы есть друзья, цветами улыбаются земля», «Здоровье планеты в моих руках», «Экологический коллаж» и «Мир заповедной природы. Парк Югут-2». На конкурс принимаются рисунки, коллажи, эмблемы, баннеры. Ну и, наконец, последний конкурс, второй дистанционный, проектных и творческих работ «Мир, который нужен мне». Включает следующие направления деятельности. Это поисковая, работа с необходимыми материалами, познавательная, консультации по созданию презентации веб-страниц и творческое, создание презентации веб-страницы видеоролика. Номинации конкурса в 2016 году были следующие: «Отечественный кинематограф глазами современной молодежи», «Знай наших», «Богатство Коми края», «История одного фильма», фильмы юбиляры 2015 года, «Кино в моей жизни», «Добро пожаловать в Республику Коми», виртуальные проекты-путеводители по историческим местам и культурным объектам Республики Коми. В номинациях 2017 года было следующее: «Добро пожаловать в Республику Коми», «Нам здесь жить», «Экологический десант», «Мы все в ответе за нашу планету», «Экологической тропой», проекты, связанные с созданием специального образовательного туристического маршрута в природных условиях, где есть экологически значимые природные объекты. Присланные на конкурс работы оцениваются экспертами фестиваля по информационной составляющей, по содержательной степени структурированности материала, доступности изложения, по оригинальности и самостоятельности выполнения, грамотности и уровню использования возможностей компьютерных программ. Последние 2 года дистанционные конкурсы имеют статус республиканского, и многие муниципалитеты Республики Коми с удовольствием участвуют в них, присылая свои работы.
Приглашаем всех к участию в конкурсе. Спасибо большое за внимание. Желаем вам тоже творческих успехов в продолжении этого конкурса. На этот год он у нас тоже стоит в плане. Так что будем вместе продолжать и увеличивать количество участников в нем. Ждем работы. Хорошо. Итак, мы переходим к следующему вопросу. Это подготовка к ЕГЭ ГИА. У нас выступает Оксана Георгиевна Плохоченко, учитель информатики, СОЖ номер 10 города Печоры. Звоним мы, нет? Да, все, я уже трубочку взяла. Все, Оксана Георгиевна, да, мы вас слышим. Вы можете начинать выступление. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите еще, пожалуйста, демонстрацию экрана видите? Или нет? Все, демонстрация экрана пошла, да? Потому что я сегодня тоже без презентации, я буду чисто по сайтам. Так. Ну и у меня сегодня вопрос подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Начну, наверное, с ЕГЭ, потому что это, наверное, самый проблематичный экзамен, по крайней мере, по информатике, особенно у тех, у кого 1 час в неделю, то есть базовый курс всего 1 час в неделю. Так, значит, если брать по шкале перевода для проходного балла, а это 40 баллов, необходимо решить 6 заданий. С сайтом fipi.ru, наверное, знакомы все, и именно здесь находятся демоверсии, спецификации и кодификаторы. Если мы возьмем спецификацию ЕГЭ, так, вы мне скажите, пожалуйста, меня слышно, потому что я слышу у себя эхо. Нормально, значит, я просто на эхо внимания не буду обращать. Все, извините. Угу. Значит, вот сейчас мы с вами видим на экране спецификацию. И здесь четко указан уровень сложности выполнения задания. То есть по уровню сложности выполнения задания у нас задание делится на базовый уровень, на повышенный и на высокий. То есть 12 заданий относятся к базовому. Да. Все, я поняла. Угу, хорошо. Ну, тогда все ясно, хорошо, спасибо. Угу. Все, я закрыла, значит, вот теперь действительно хорошо. Так, значит, уходим опять на спецификацию. Так, подождите минутку. Сейчас вот я сбилась, это мне нужно вот сюда. Да, вот все. Значит, сейчас. Все, открыла. И вот посмотрите, у нас получается 12 заданий базовый уровень, 11 заданий повышенный уровень и 4 задания высокий уровень. Но если брать задания базового уровня, то можно сказать, что по программе именно БУП, а мы все равно еще в 10-11 классе, и вот в нашей школе еще 8-9 класс, мы работаем именно по программе БУП, то вот эти задания базового уровня, они, в общем-то, к базовым тоже тяжело относятся. Если мы с вами откроем сейчас демонстрационный вариант, и посмотрим на задание. Например, задание номер 2 – это задание на логику. Задание номер 5 – это кодирование информации, условия ФАНО. То есть тоже как бы к базовому уровню довольно проблематично отнести. Если мы возьмем задание 8 и задание 11, вот особенно 11, это рекурсивный алгоритм, который тоже, в общем-то, к базовому уровню тоже тяжело отнести. 12 задание – это определение адреса сети, то есть это работа с IP-адресом, это работа с маской, это применение операции конъюнкции, это тоже плюс логика. Мало того, что здесь еще нужно с адресацией работать, здесь еще нужно работать с логическими операциями. И таким образом, что мы с вами получаем?
при одночасовой программе. То есть мы получаем реально решаемых заданий, это задание номер 1, 3, 4, 6, 7, 9. А это проходной балл 40. Все остальное можно отнести к повышенному уровню. Я очень часто участвую, ну не участвую, а смотрю в вебинарах, принимаю участие в вебинарах. И поэтому вот последний вебинар по ЕГЭ мне очень понравился. Значит, в ноябре 2017 года издательство «Просвещение» проводило вебинар, я сейчас титульную страницу открою, особенности и секреты подготовки к ЕГЭ, я сдам ЕГЭ. Конечно, они здесь рекламируют пособие свое, то есть издательство «Просвещение», оно рекламирует свою продукцию, но, в общем-то, есть очень интересные слайды, которые можно показывать как учащимся, так еще и на родительских собраниях. Значит, назначение и особенности ЕГЭ. Вот основное назначение – это дифференциация выпускников по уровню подготовки для поступления в вузы и ориентация работ. Русский язык у нас относится только к общеобразовательному базовому уровню. Все остальные предметы относятся к профильному уровню. И, соответственно, информатика у нас тоже относится к профильному уровню. А у нас как бы по общеобразовательному курсу до профильного уровня мы не дотягиваем даже в часах. И четвертый слайд здесь тоже хороший. Значит, вот все равно нужно поставить какие-то ориентиры при сдаче ЕГЭ. То есть вот здесь возможные варианты: сдать без двоек, поступить в вуз со средним уровнем требований, поступить в вуз с высоким уровнем требований. И что очень важно, и что здесь акцентировано, что система образования, школа, выпускник, семья делят ответственность за достигнутые результаты. То есть у нас, как всегда, повышенный уровень в экзамене, очень много таких заданий, проходной балл дети, конечно, проходят, но родители и учащиеся, конечно, хотят, чтобы балл был гораздо выше. И у нас, как всегда, естественно, ответственными являются учителя и школа. Вот теперь уже чисто из моей практики, вот сколько я работаю при маленьком количестве часов на информатику, самое проблемное задание – это логика, номер 2, 18, 23 – это 3 задания, и задания по программированию. Вот если, опять же, вернемся непосредственно к демонстрационному варианту. Значит, по программированию заданий очень много. Если все это посчитать, мы с вами получим всего проблемных 15 заданий. Из 27 заданий это больше половины. Вот как я за все время работы выхожу из данной ситуации так, чтобы подготовить учащихся, чтобы они действительно хорошо сдали экзамен, чтобы получили хороший балл для поступления в вузы, причем вузы такие, которые считаются ведущими. Например, у меня приоритетная работа, я очень много работаю и с олимпиадами, и непосредственно с заданиями для вуза ИТМО, и очень много учащихся у меня туда поступает. Значит, самое первое – это ведение факультативного курса. Вот если факультативный курс программирования не вести, я веду программирование на языке Паскаль, то, конечно, подготовить вот именно по программированию учащихся тяжело. Значит, этот курс помогает готовить не только для ЕГЭ, он помогает готовить учащихся к олимпиадам, а это, как правило, естественно, одаренные дети. И когда мы на Паскале проходим определенные темы, например, те же циклы, мы сразу же цепляем задания из ЕГЭ. То есть одновременно я показываю вот это решение. Например, когда проходим тему цикла, задание номер 8. Когда тему массивы, задание номер 19. Когда мы начинаем составлять программы, это во второй половине полугодия, мы работаем с заданиями 11, 20, 21, 24, 25, 27, то есть это уже идет вторая часть. А вторая часть, она, естественно, все готовили и все прекрасно знают, что это уже довольно сложное задание. Особенно 27-е, оно практически олимпиадного уровня. То есть вот первое направление – это факультативный курс. И на факультативном курсе мы стараемся работать с дистанционной площадкой, на которой проводятся олимпиады республиканские у нас, республиканский и муниципальный этап. Дальше, значит, кроме этого я даю детям дополнительное задание во внеурочное время. То есть мы уже договариваемся и с той группой, которая у меня сдает ЕГЭ, мы собираемся с ребятами и решаем именно те задания, которые вызвали у них наибольшую сложность. Но это, как правило, логика. Это задание на логику. И я в самом конце хотела показать, но сейчас, наверное, переключусь.
И покажу, вот у меня есть моя страничка, и вот здесь я тоже детям размещаю, как, например, вебинары на своей странице объявления, так вот, например, и свои наработки, свои материалы. Вот в данном случае вот здесь как раз и находится презентация у меня «Логика в ЕГЭ», где рассмотрены задания номер 2, номер 18 и номер 23. Эта же презентация размещена на республиканском сайте. Так, дальше. Следующее направление – это пробные ЕГЭ. Я провожу пробные ЕГЭ. Дети записываются на платные. Это РИЦОКа, то есть ЕГЭ от РИЦОКа декабрь-февраль. Но кроме этого я работаю с сайтом Статград. Чем мне нравится вот именно публикация на Статграде? Тем, что они наиболее близко и отражают те задания, которые будут в ЕГЭ. И, как правило, они ориентированы на то, что будет в ЕГЭ летом. Поэтому вот мне очень нравится этот сайт, мне очень нравится форма, потому что заполняются все результаты, вводятся автоматически, рисуются все диаграммы, высчитывается процент, то есть, в принципе, учителю легко уже смотреть, где провалы, а где, наоборот, очень даже у ребят идет все неплохо. И корректировать уже непосредственно знания по определенным темам. Следующее направление, по которому я работаю при подготовке, это консультации перед экзаменами. То есть в мае месяце у меня идут консультации и, ну, естественно, консультации после пробного очередного ЕГЭ, который мы пишем на майских праздниках, как правило. И там уже закрываем оставшиеся пробелы перед экзаменом, которые у нас могут быть. В течение всего года я работаю с сайтом Полякова. Изумительный сайт. Значит, что можно здесь сказать? Если мы посмотрим на первую прям страничку, где школа и где у нас ЕГЭ, то здесь у нас размещены, во-первых, задания все идут по темам, во-вторых, по номерам. Все варианты рассмотрены. В начале каждого документа вордовского идет теория. Затем идет очень большое количество заданий. То есть практически на все темы. Поэтому вот эти задания я беру как и в школе, для самостоятельных работ, для решения возле доски, так и на выдачу домашнего задания. То есть вот это такая довольно-таки хорошая помощь. Дальше что здесь есть еще? Здесь есть очень хорошие тесты, опять же ориентированные по определенной теме. То есть, например, вот мы берем первую прям тему B1, двоичное кодирование чисел, открываем, и мы видим с вами 10 заданий по этой теме. То есть для детей это тоже очень хорошо, и вот эти вот моменты я использую уже на уроках. Почему? Потому что, ну, естественно, все прорешать за урок невозможно, но можно взять буквально 2-3 задания и просто их прорешать, чтобы у детей была возможность и у меня удостовериться, усвоили они тему или не усвоили. Следующий момент, когда уже дети готовы, и это уже вторая половина года, вот как сейчас, значит, я ухожу на генератор именно вариантов ЕГЭ. То есть, но за один урок понятно, что в школе этого прорешать, это сделать невозможно, потому что 45 минут для таких заданий, конечно, мало. Поэтому вот этот вот вариант уже идет для самоподготовки. То есть я могу задать отсюда вариант на решение, и уже ребята дома решают, а мне уже как бы приносят на проверку результаты, я уже проверяю непосредственно результаты, таким образом тестируем вариант. Ну и последний способ у меня общения – это вот через свою страничку. То есть здесь идет как работа общая на стене, то есть я размещаю все материалы, все вебинары, все объявления, то есть все мероприятия, которые есть, где можно поучаствовать в олимпиадах, например, то есть здесь все есть. И вместе с этим, вот последнее задание, 11 класс мы уже разбирали, номер 26, теория игр. И здесь еще, кроме этого, я через сообщения общаюсь вот именно с теми, кто в основном, естественно, с одаренными, вот кто пишет у меня проектные работы и кто у меня сдает
экзамены, то мы еще уходим и на общение через сообщения. То есть где-то какие-то программы друг другу перекидываем, то есть они пишут, мне на проверку отсылают, я отсылаю результаты, могу отослать более лучший вариант. Ну, в общем-то, социальная сеть – это тоже не такой плохой вариант для подготовки и контроля. Ну, в общем-то, наверное, по ЕГЭ я рассказала все. Могу только еще добавить, что при такой нагрузке, как вот у нас сейчас есть, качественная подготовка, это вообще проблематично, конечно. Ну и хочу еще сказать пару слов об ОГЭ. Значит, если брать основной государственный экзамен, то это довольно простой вариант. Так, наверх, вот так. Здесь попроще. Почему? Потому что в ОГЭ в основном задание – это задание школьного курса. И на уроках можно совершенно спокойно подготовиться к сдаче основного государственного экзамена. Но вот мне понравился последний вебинар. Последний вебинар – это особенности подготовки обучающихся к ОГЭ по информатике в 2018 году, которую вела Путинцева и Юлия Семеновна. И в этом вебинаре очень хорошо рассмотрена вторая часть, то есть оформление. Бывают вот вопросы в основном, как правило. Если первая часть тестовая, там решил, ответ вписал и все, то вот как оформлять вторую часть. Вот здесь очень подробно разобрана вся вторая часть, как оформляется, как сдается и как записывается. То есть довольно хорошо. И плюс ко всему еще внизу есть ответы. Поэтому вот вебинары это тоже для подготовки к ОГЭ, это тоже очень хорошая вещь, чтобы быть в курсе всех новостей в этом направлении. Ну вот, наверное, у меня и все. Вот. Большое спасибо за внимание. По-моему, Воркута хотела вам задать вопрос. Сейчас мы подключим, подключим его к видео к нашей этой самой. Давай Воркуту попробуй подключить. Да. Он хотел задать какой вопрос? Сане Георгиевне или вообще? А? Так, не берет пока трубку. Он хотел вопрос задать по теме или вообще? Сейчас попробуем по телефону до него дозвониться. Я тогда сейчас хотя бы подключусь к вам, а то что отключилась из-за эха. Так. Наверное, телефон он забыл. Так, ладно. Спасибо, Оксана Георгиевна. Я думаю, полезное, насыщенное такое выступление было. Спасибо большое. И вам спасибо большое. До свидания. Наверное, вот эти две презентации, если вы не возражаете, вы отправьте тогда в мой адрес, чтобы мы разместили на... Это которые с вебинара? Да. Это которые с вебинаров. Хорошо, я вам по почте тогда отправлю. Вопрос вот задают. Страницы ВКонтакте учитываются при аттестации как ведение сайта или страницы? Ну, да вы нет. знаете... Ну, пожалуйста, да. На ваш взгляд. Да, мы вас слушаем. Так, куда-то пропало у нас. Ну, я думаю, страницу ВКонтакте учителя ведут чисто для своего удобства. Для Нет, удобства. вы знаете,
Вячеслав Алексеевич, я здесь, это у меня опять Да-да-да. сбой, когда у меня эхо, я начинаю теряться. Ага, ясно. Вот. Здесь, как сказано, значит, страница ВКонтакте, я не знаю, учитывается или нет, там четко сказано, учитывается сайт или блог. Так вот, ВКонтакте Ну можно да. вести блог, но мне удобнее вести страницу. Поэтому здесь, как бы, ну, я думаю, что, по сути-то, ведь это очень даже неплохой вариант образовательного вот, взаимодействия с учащимися. Почему бы и нет? Ну, я думаю, что да. Я склоняюсь тоже к этому мнению, потому что на сегодняшний день как бы... Хотя, в принципе, наверное, вы не пробовали блог, в блоге было бы не хуже, но просто более закрытая это была бы информация. Да-да, я уже просто так сразу оформила страницу, я уже через страницу как-то и общаюсь. Все-таки, да, все-таки это социальные сети. Вот. Все, спасибо большое. Всем спасибо вам за внимание. До Всего свидания. доброго. До свидания. Так, у нас еще пытался подключиться Ухтинский технический лицей. Сейчас мы попробуем их вызвонить, если они еще у нас присутствуют. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Федоровна, да? Да, Елена Федоровна. Так, вы хотели выступить с каким-то сообщением, да? Мы хотели, нам сказали, должны выступить. Должны выступить. У нас идет Республиканское методическое объединение учителей информатики. Это так? Нет. Нет, да? Тогда Нет. мы что-то перепутали. Перепутали. Или вы? Нет. И перепутали, потому что нам сказали, что это будет ресурсный центр. Нет, наверное, это, когда-то будет немножко в другое время. Вы хотели просто протестировать, да? Да. Ну все, мы с вами протестировали практически. Если у вас есть демонстрация экрана, вы по плюсику внизу можете нажать, если есть презентация, тогда мы увидим вашу презентацию. Ну, а сейчас немножко, давайте мы вам попозже перезвоним еще, потому что у нас мероприятие, и вы попали на наше мероприятие. Хорошо? Извините, но давайте, может быть, тогда завтра. Давайте завтра, звоните же по этому же номеру. Хорошо, спасибо. Коллеги, у нас, в принципе, выступления все закончились. Если есть вопросы, задавайте в чате. Был вопрос по поводу размещения информации. Итак, не забываем о нашем портале komi.edu.ru, портал, образовательный портал Республики Коми, komi.edu.ru. И вот Оксана Георгиевна выступала, она сказала, где-то там на портале размещена ее работа, вот как раз по презентация по решению сложных задач. Она как раз размещена в лучших педагогических практиках. Вот здесь в лучших педагогических практиках можно по фамилии, по фильтру ее найти. А на самом деле информация будет выложена о нашем сегодняшнем заседании. Во-первых, сохраняется запись, будет запись там же в видеозале на сайте КРИРО. И вот здесь вот на портале «Открытое образование Республики Коми» педагогам республиканский метод объединения и в том числе здесь метод объединения учителей информатики. Кто еще из учителей информатики не зарегистрировался и не стал членом республиканского метода объединения, вот она кнопочка «Регистрация в РМО», можно еще зарегистрироваться. И все, что будет интересно вам, мы выложим вот здесь вот на нашей страничке учителей информатики. Коллеги, надеюсь, в ближайшее время подготовят какой-нибудь документик о виртуалах, да, и в том числе выложим виртуалы. Хотя им рекомендую вот обобщить этот материал и подать заявочку и выложить тоже в лучших практиках. Есть у нас вопросы? Ну, появился, ну, уже на сегодня. В следующий раз мы его подключим. Следующее у нас заседание состоится в марте. Коллеги, тема «Пути повышения эффективности работы учителя». Здесь же тоже вот есть у нас наша программка выложена в предметной дискуссионной площадке.
положение, план работы ВТРМО учителей информатики. И здесь, в общем-то, программа есть. У нас выступила сегодня ИНТА, Печора, Сыктывкар. Ждем на следующей нашей встрече Воркуту, Усинск, ну и сельские школы тоже. Ну, на этом мы заканчиваем. До свидания, всего доброго, до следующих встреч.